На неделе в некоторых СМИ появились сообщения об исключении Якутии из-под действия законопроекта о дальневосточном гектаре. Ссылки на эту новость моментально разлетелись по социальным сетям. Информация впоследствии не подтвердилась, вероятно, это даже оказалось журналистской ошибкой. Почему именно Якутию, территория которой более 3 миллионов квадратных километров, так волнует новый проект Минвостокразвития по раздаче бесплатной земли? Чем чреват новый закон в случае его принятия? Что думают жители других регионов страны и сами якутяне? И может ли республика инициировать референдум? Репортаж нашего корреспондента Туяры Филипповой. Согласно данным Всероссийского центра исследования общественного мнения, 20% россиян, а это более 300 миллионов человек, заинтересовались проектом «Дальневосточный гектар». Желают ли переехать в дальневосточные регионы жители центральных регионов, мы решили выяснить у жителей Санкт-Петербурга. Нет, конечно. Это далекий северный край, мы там ни разу не были, так что извините. С алмазами поехал. А если земля будет не с алмазами? В Якутию. Я вообще житель Астраханской области. И лучше маленький Ташкент, чем большая Сибирь. А Якутия это тоже очень холодно. Я считаю, что я бы не поехал. В Якутии должны жить люди, которые там всю жизнь прожили. Они приспособлены к этому. Вряд ли это очень далеко. Сейчас Госдума приняла законопроект о бесплатной раздаче гражданам России. Спасибо, это очень далеко. Нет? Это очень далеко. У жителей дальневосточных регионов, знающих о законопроекте больше, мнение оказалось схожее. Нет, конечно. Почему? Я так думаю, что и в Хабаровск тоже не поедут, потому что плодородных земель на Дальнем Востоке очень мало. Я думаю, что это очень хорошее начинание. Ну, тут условия имеют значение. Вероятно, какие-то подъемные должны быть. Ну, в Якутию не готов был переехать. Там условия очень жесткие, суровые. И с чем-то заниматься там очень тяжело. Поэтому как бы я не поехал. А что думают жители Якутии? Ну, сначала надо обеспечить все-таки коренных жителей. Не только коренных, а которые постоянно живут. Хотя бы более 20-30 лет. Ну, я думаю, это правильно. В период кризиса поддержать население. Именно коренные народы и те, кто долго живет. Осваивать какие-то труднодоступные территории, земли, почему бы и нет, если это будет все контролироваться и под контролем, например, каких-нибудь органов там, государства того же, это будет здорово. Согласно законопроекту, на бесплатной земле любой россиянин может заниматься сельским, лесным, охотничьим хозяйством, создавать любой бизнес, не запрещенный законом. Раздаваемые земли должны находиться вдали от населенных пунктов. 1 гектар – это 100 на 100 метров или 10 тысяч квадратных метров. Чтобы лучше представить его величину, можно сравнить в Якутске, например, с площадью стадиона Туймада. Притом не всего, а футбольного поля и беговой дорожки. В Якутии, несмотря на обширность территории, свободной земли, которую можно раздать, не так уж много, особенно под сельское хозяйство. На 1 гектаре можно сеять картошку, другие корнеплоды, если есть рядом водоем. Но это только в теории. Будут приобретать только те люди, которые имеют какие-то средства. Потому что участок этот, если он будет не окультуренный совершенно, не пашни, то значит его нужно в него вкладывать обработку, это ГСМ, техника и так далее. То есть, чтобы привести его в состояние пашни, это очень много труда нужно. Большинство территорий Якутии – это лесной фонд, а полезные ископаемые, которыми богата республика, разведаны всего на 15%. И не зря власти и население опасаются, что под видом бесплатной раздачи земли республику могут заполонить нечистые на руку дельцы. Ведь законопроект предполагает и коллективную форму оформления заявки. Между тем, группа общественников в Якутии считает возможным вынести вопрос о дальневосточном гектаре на референдум. Соответствующее обращение рассмотрено Центризбиркомом республики в пятницу. Инициативная группа подняла: вы согласны ли с раздачей земельных участков в Республике Саха-Якутия в порядке, предусматриваемым проектом федерального закона об особенностях предоставления гражданам земельных участков в Дальневосточном федеральном округе и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Вот этот вопрос был внесен ими, и мы сегодня рассмотрели и отказали им в регистрации как не соответствующие федеральному и
избирательного законодательства. Главным мотивом в отказе инициативной группе послужило то, что если законопроект уже принят в первом чтении, согласно действующему законодательству, инициировать референдум уже невозможно. Могла ли республика сразу ставить вопрос об исключении Якутии из-под действия закона? Если бы мы направили такое предложение, оно было бы не принято, во-первых. Тогда бы, значит, проект закона был бы принят в том виде, в каком он был принят в первом чтении. Вот тогда бы мы проиграли все. И никакие наши, значит, предложения, во-первых, в последующем не стали бы, значит, рассматривать. Не стали бы рассматривать. Вот, тогда было бы существенно хуже, чем сегодня. При этом закон был бы уже принят в январе месяце. На каких поправках настаивает Якутия? Это в первую очередь введение закона поэтапно. В начале пилотном муниципальном образовании, в Якутии это Намский улус, ценза оседлости. Также власти Якутии считают, что следует делегировать полномочия по выделению земельных участков самим субъектам. Предлагается вывести из-под действия закона земли коренных малочисленных народов, участки территории традиционного природопользования, охотничьи угодья и спрашиваемые в целях добычи полезных ископаемых и заготовки древесины в лесных массивах. В том проекте, который имеется, не предусматривается понятие вырубка лесных насаждений. Соответственно, происходят незаконные рубки граждан. Если даже предусмотрят, то земельные участки при массовом предоставлении произойдет заболачивание земли, так как будут лесные насаждения вырубаться, а у нас мерзлота, и это будет почва все происходить заводнение. В Минвостокразвития заверяет, что ко второму чтению законопроекта максимально будут учтены все конструктивные предложения, и сейчас закладываются в закон преференции как раз для дальневосточников. Но будут ли они приняты депутатами, все еще остается под вопросом. Очередное заседание Думского комитета по земельным отношениям и строительству запланировано на следующую неделю. Но определенную пользу региону законопроект о дальневосточном гектаре все же принес уже на стадии разработки. Теперь, когда на занятую, но неграмотно оформленную территорию могут объявиться претенденты, земельные отношения стали срочно приводить в порядок. Туяра Филиппова, Айсена Бурнашова, Стас Михайлов, Иван Семенов. Якутия. День за днем.